Замурованная семья Сметаниных до сих пор живет взаперти в своем собственном участке. Напомню, наш телеканал уже на протяжении нескольких месяцев следит за развитием событий по столь запутанному делу. На этот раз наш корреспондент также съездила к ним и узнала, как продвигается расследование и с какими новыми трудностями столкнулась многодетная семья. О, гаража нет. Днем 6 апреля во дворе неожиданно раздался сильный звук. Из-за тяжести снега каркасный гараж развалился, как спичечная конструкция. К счастью, внутри не было ни техники, ни людей. Материалы от гаража разлетелись по всему двору, и еще бы чуть-чуть, и упавшая стена могла бы повредить забор соседей. Отец семейства работает на вахте, поэтому приезжает домой очень редко. Снег вовремя убрать не смогли. Сегодня вот братья приходили, и вот они говорят, как мусор вынести, там много хлама, слишком много хлама. И там требуется, конечно же, большая машина. И туда надо вот ненужный хлам убрать и вывести. К счастью, не началось возгорание из-за электричества, ведь это могло привести к необратимым последствиям, так как свободного доступа к дому нет и пожарная машина никак не смогла бы заехать. Участок со всех сторон окружен заборами соседей. Нет даже маленькой щели для свободного перемещения человека или собаки. Сметанины сейчас пользуются своим единственным выходом через двор соседа, отворяя профлист. В этом году из-за обильных снежных осадков на территории образовались огромные сугробы. По словам Евдокии, такое количество они видят впервые. Сугробы во дворе Сметаниных вот таких масштабов, практически с моего роста. Физически и технически вывести снег невозможно. Поэтому, когда начнет теплеть и начнет все таять, то это все превратится в одну большую лужу и слякоть, что даже негде будет вступить. При всем желании убрать снежные завалы не получится, поэтому только придется ждать, когда все растает и высохнет. Евдокия опасается, что все талые воды пойдут под дом и начнут разрушать оклад деревянного здания. Более того, также этот снег может попасть в септик и окончательно заполнить его. К тому же они уже несколько месяцев не могут выкачать с емкости воду и отходы, поэтому стараются не пользоваться благоустройством. Септик уже совсем чуть-чуть осталось, чтобы переполнился там. Поэтому максимально пытаемся воду наружу выливать, там в туалет там ходим, там выливаем все. Расследование по этому делу продвигается очень медленно. Только вот недавно, 28 марта, по видеосвязи состоялось заседание с 9-м Конституционным судом Владивостока. На нем отменили решение Верховного суда. Напомним, 18 января этого года Верховный суд республики отменил сервитут, то есть временную возможность передвижения через участок соседа. Теперь расследование по данному делу начнется сначала. Снова прохождение экспертизы и новый суд. Как говорит Евдокия, пока тишина, и на них еще никто не выходил. По всей видимости, данное дело может опять затянуться на несколько месяцев или в худшем случае даже на несколько лет. Но так долго ждать многодетная семья не может. Супруги бьют тревогу и просят скорее решить их ситуацию. Ведь жить в таких условиях – настоящая пытка. Постоянно ходить через соседний участок и не иметь собственного проезда и прохода домой. Более того, в связи с последними событиями дорога им жизненно необходима. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. День за днем.